Ремонтно-специализированному цеху Удачненского горно-обогатительного комбината в этом году исполняется 35 лет. За это время предприятие успело пережить несколько преобразований, росла и численность производственных участков. Как изменилась структура производства за последние 5 лет, узнала Анна Потах. Выполняя заказы подразделений ГОКа и компании, Удачненский ремонтно-специализированный цех ежегодно производит более 700 капитальных и текущих ремонтов оборудования. Чаще всего приходится чинить металлоконструкции, бункеры и насосы. Кроме того, на участках изготавливают нестандартные детали и запчасти. Основные работы мы выполняем на цехах Удачненского ГОКа. Это основные цеха – это фабрика номер 12, ЦХХ, цех хвостового хозяйства, карьер Удачный. И с 2014 года наш цех приступил к ремонтной деятельности в руднике Удачный. Начальник участка номер 3 Анатолий Потемкин – тот, кто стоял у истоков становления УРСЦ. Свою трудовую деятельность он начинал еще в 1979 году слесарем 5-го разряда. Теперь он является примером для молодых специалистов. Его участок каждый месяц перевыполняет план. Например, в июне изготовили более 2000 втулок, болтов, колец и других деталей. Каждый день какие-то новые вещи. Иногда бывает такое, что это вроде как и ремонтировать-то нельзя, а мы вроде как и ремонтируем. Поэтому интересно работать просто, сам процесс этот. Что-то сам придумаешь, что-то с другими посоветуешься. Народ у нас хороший, в общем-то, работники, специалисты нормальные. Они сами дают предложения всякие по каждому изделию, по каждой позиции. Таким образом, общая численность специалистов всего Удачненского цеха теперь составляет 760 человек. Весь большой коллектив в преддверии дня рождения, который будут отмечать 1 августа, поздравил Вячеслав Бузанов. Хочу пожелать всем здоровья, пожелать семейного счастья, благополучия, ну и, конечно же, успехов в труде. Переоценить труд слесарей, обмотчиц и крановщиц невозможно, ведь именно от качества и скорости выполнения их работ зависит работоспособность всего Удачненского ГОКа и выполнение плановых показателей.